Высшее образование в Казахстане может стать дешевле с нововведениями в казахстанском законодательстве и снятием ограничений с уровня платы за обучение. Сейчас частным вузам разрешено самостоятельно устанавливать цены на обучение. Если раньше университеты не могли устанавливать цену ниже стоимости государственного гранта, то сегодня они вправе как снижать, так и повышать оплату. В Министерстве образования Республики Казахстан считают, что закон сделает высшее образование доступней. Это возможность доступа к образованию социально уязвимых слоев. Потому что не у всех есть возможность вносить высокие платы. И в зависимости от их возможности они будут выбирать себе учебное заведение. Это могут быть региональные частные вузы, говорит замруководителя Департамента высшего и послевузовского образования Республики Казахстан Бану Нарбекова. В регионах цены на обучение действительно демократичные. В Кокшетау за 1 год студенты платят от 200 тысяч тенге, Актабе и Таразе – 300 тысяч. Караганде – около 400 тысяч тенге. Самые высокие тарифы по стране в Алматы и Астане – от 350 тысяч до 1 200 000 тенге. Но скоро это может измениться. Эксперты считают, что многие вузы будут занижать цены, чтобы устранить конкурентов. Есть целый ряд учебных заведений, которые пойдут на демпинг, очень низкую цену устанавливать и дальше. Комитет по контролю будет проверять, входят ли в стоимость обучения все затраты, которые необходимы для подготовки специалистов, то есть достаточным количеством материальная база обеспечена не где-нибудь там, в сарае в положенных 6 квадратных метров на человека, рассказал президент Ассоциации высших учебных заведений Республики Казахстан Рахман Алшанов. При этом он отмечает, что резкого повышения цен на обучение ждать не стоит. Алшанов пояснил, что каждый университет учитывает платежеспособность и психологию населения, и если он завысит стоимость, то останется без студентов.